Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Максим Фадун, ученик 5 класса СХ гимназии. Тема нашей работы – коррекция нарушения осанки у школьников младшего звена средствами физической культуры. В нашем исследовании рассмотрено влияние физических упражнений в формировании правильной осанки у младших школьников. Сохранение правильной осанки и профилактики нарушений в области позвоночника является актуальной проблемой для каждого человека на протяжении всей его жизни. Цель исследования – выявить влияние физических упражнений на формирование правильной осанки у младших школьников. Применили следующие методы: анализ изученной литературы, анкетирование, педагогическое наблюдение, соматоскопия, тестирование, математические методы обработки полученных данных. Предполагалось, что специальные физические упражнения будут способствовать повышению функционального опорно-двигательного аппарата и достижению оздоровительного эффекта у детей с нарушениями осанки. Исходя из итогов нашей работы, можно сделать следующие выводы. Анализ литературных источников показал, что главной и основной причиной нарушения осанки детей является слабость мышечно-связочного аппарата, возникающая вследствие недостаточной двигательной активности. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что действенным средством предупреждения нарушения осанки является регулярное занятие физическими упражнениями в сочетании с четким соблюдением режима дня, а также специальные упражнения, направленные для укрепления мышц спины, брюшного пресса и конечностей. Итоги анкетирования среди младших школьников показали, что многие ребята недооценивают оздоровительный эффект физических упражнений в формировании правильной осанки. Большинство знает, что надо следить за осанкой, но не все понимают, почему это так важно. Организовано и проведено обследование учащихся 4 класса на предмет наличия или отсутствия нарушения осанки методом соматоскопии. Это позволило установить, что 40% имеют выраженное отклонение в нарушении осанки, 20% имеют незначительные отклонения и только 40% имеют нормальную осанку. После педагогического эксперимента отмечается небольшая положительная динамика. Это говорит об эффективности корректирующего воздействия специальных физических упражнений на организм школьников. По результатам эксперимента мы убедились, что физические упражнения способствуют предотвращению нарушения осанки детей младшего школьного возраста. И нашло подтверждение в результатах нашего исследования. Отмечается улучшенное состояние осанки детей на 8%. Также улучшились показатели физического развития учащихся экспериментальной группы по 3 видам ГТО: гибкость, прыжок в длину с места и поднимание туловища. Спасибо за внимание.